Дорогие ученики и родители, объявляем запуск нового телеграм-канала казахского языка для начальных классов. В нашем канале вы найдете видеоуроки по домашним заданиям, видеоматериалы по лексике и грамматике, практические материалы и упражнения для закрепления знаний. Здесь будут краткие рассказы для детей для развития навыков слушания, простые и полезные диалоги и важные фразы для повседневного общения, расширение словарного запаса новыми казахскими словами. Наша цена доступна и выгодна для всех, всего 3000 тенге. Для дополнительной информации напишите нам на WhatsApp. Сәлеметсіздер ме балалар, біз бүгін 11-ші сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы «Менің демалыс күнім». Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас 11-й урок. Тема урока «Мой выходной день». На этом уроке ты научишься рассказывать по картинке и отвечать на вопросы. Жаңа сөздер, новые слова. Аңдар, звери, хайуанаттар бағы, зоопарк, саябақ, парк. Шөп, трава. Бірінші тапсырма тыңда, суреттерге қара және сұрақтарға жауап бер дейді. Первое задание. Послушай, посмотри на картинки и ответь на вопросы. Ребята, я буду читать, а вы слушайте внимательно. Ертең жексенбі. Завтра воскресенье. Мен отбасыммен аквапаркке барамын. Я пойду в аквапарк с моей семьей. Онда өте көңілді. Там будет очень весело. Ерлан досымен хайуанаттар бағына барады. Ерлан пойдет в зоопарк со своим другом. Хайуанаттар бағында маймыл, бұғы, қолтырауын, керік, піл, арыстан бар. В зоопарке есть обезьяна, олень, крокодил, жираф, слон, лев. Теперь ответим на вопросы. Енді сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Мен отбасыммен қайда барамын? Первый вопрос. Куда я пойду с моей семьей? Мен отбасыммен аквапаркке барамын. Я пойду с моей семьей в аквапарк. Второй вопрос. Аквапаркте не істеймін? Что я буду делать в аквапарке? Ребята, в тексте нет прямого ответа на этот вопрос, но на картинке мы видим, что они купаются в бассейне. Поэтому ответим. Я буду плавать в бассейне. На казахском это будет аквапаркте бассейнге түсемін. Келесі үшінші сұрақ. Ерлан досымен қайда барады? Куда пойдет Ерлан со своим другом? Ответим. Ерлан досымен хайуанаттар бағына барады. Ерлан пойдет в зоопарк со своим другом. Следующий вопрос. Хайуанаттар бағында қандай аңдар бар? Какие животные есть в зоопарке? Из текста мы знаем, что в зоопарке есть обезьяна, олень, крокодил, жираф, слон и лев. Хайуанаттар бағында маймыл, бұғы, қолтырауын, керік, піл, арыстан бар деп жазамыз. Екінші тапсырма. Оқы, мәтіннен нелер сұрағына жауап беретін сөздерді тап. Второе задание. Прочитай и найди в тексте слова, которые отвечают на вопрос «нелер». Ребята, «нелер» на русский язык переводится как «что», только во множественном числе. Например, на вопрос «нелер» мы отвечаем «ктаптар», «книги», «суреттер», «картинки». Ребята, запомните, в казахском языке вопросы «кім», «кто» и во множественном числе «кімдер» задаются только в отношении человека, а вопросы «не», «что» и во множественном числе «нелер» задаются ко всем остальным, включая животных. Но в русском языке к животным мы задаем вопрос «кто», так же, как и к людям. Теперь давайте прочитаем текст. Мен досыммен хайуанаттар бағына барамын. Я иду с другом в зоопарк. Онда түрлі аңдар мен құстар бар. Там есть разные звери и птицы. Хайуанаттар бағында қояндарды көрдім. В зоопарке я видел кроликов. Оларға шөп бердім. Я дал им траву. Слова, которые отвечают на вопрос «нелер», «аңдар», «құстар», «қояндар».
Келесі үшінші жаттығу суреттерге қара, сұрақтар бойынша бірнеше сөйлем құрабайды. Третье упражнение. Посмотри на картинки, составь несколько предложений по вопросам. Вопросы: қайда, куда, кіммен, с кем. Әділ қайда барды? Куда пошел Әділ? Әділ аквапаркке барды. Әділ пошел в аквапарк. Ол аквапаркке кіммен барды? С кем он пошел в аквапарк? Ол аквапаркке жалғыз өзі барды. Он пошел в аквапарк один. Посмотрите на следующую картинку. Давайте назовем девочку Айша. Айша қайда барды? Куда пошла Айша? Айша хайуанаттар бағына барды. Айша пошла в зоопарк. Хайуанаттар бағына кіммен барды? С кем она пошла в зоопарк? Айша хайуанаттар бағына інісімен бірге барды. Айша пошла в зоопарк со своим младшим братом. Келесі төртінші жаттығу: көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жаз дейді. Четвертое задание. Вставь нужные слова вместо многоточий. Бірінші: мен анаммен переводится как я с мамой. Мен әкеммен, я с папой. Мен досыммен, я с другом. Ребята, здесь окончание «мен», которое добавлено к слову «анам», «акем», «досом», это окончание творительного падежа. Существительные в творительном падеже отвечают на вопросы «с кем» или «с чем». Ребята, подробнее про окончание в казахском языке вы можете узнать в нашем телеграм-канале. Теперь давайте составим предложение. Нужные слова: дүкенге, в магазин, саябаққа, в парк, хайуанаттар бағына, в зоопарк. Мен анаммен дүкенге барамын. Я иду в магазин с мамой. Мен әкеммен саябаққа барамын. Я иду в парк с папой. Мен досыммен хайуанаттар бағына барамын. Я иду в зоопарк с другом. Следующий. Есте сақтайық. Запомни. Ребята, это множественные окончания. Тар, тер, лар, лер, дар, дер. Как они добавляются к словам. Ребята, в нашем телеграм-канале есть видеоурок, где мы говорили про окончание множественного числа и как они добавляются. Посмотрите его, если вы подписаны. Итак, как добавляются множественные окончания к словам. Окончание тар, тер добавляются к словам, которые заканчиваются на эти звуки б, в, г, к, қ, п, с, т, ш, щ, ф, х, ц, ч. Например, слово «жас». Она заканчивается на букву «с». Это глухой согласный, и мы сюда добавляем окончание «тар». Получается «жастар». Но почему мы добавили окончание «тар», а не «тер»? Потому что гласное, которое присутствует в слове «жас», оно твердое. И по закону сингармонизма нужно добавить твердое окончание. Следующее слово «мемлекет». Мы сюда добавляем окончание «тер», мягкое окончание. Во-первых, слово «мемлекет» заканчивается на букву «т». Это глухой согласный. И во-вторых, последний слог этого слова – это мягкий, поэтому мы добавляем мягкое окончание. Следующее. Окончание лар-лер добавляется к словам, которые заканчиваются на эти звуки. А, о, у, е, я, ю, л, краткий и р. Например, ту. Это слово заканчивается на букву у, и мы добавляем окончание лар. Тулар. Следующее. Куще. Это слово заканчивается на букву е, и мы добавляем окончание лер. Кущелер. Следующее. Окончание дар-дер добавляется к словам, которые заканчиваются на эти звуки. Ж, з, л, м, н, н. Например, слово энуран. Это слово заканчивается на букву н, и мы добавляем окончание дар. Энуран дар. Следующий ремез, и мы добавляем окончание дер. Ремездер. На этом наш урок закончен. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.